Библиотека, филиал номер 1 представляет вашему вниманию музыкальную шкатулку «Король казахского вальса» Шамши Калдаяков. Шамши Калдаяков стоял у истоков национальной эстрады. Кто такой Шамши Калдаяков? Композитор известен, прежде всего как автор гимна независимого Казахстана. Его песни были популярны в 60-е, 70-е годы, когда начала формироваться национальная эстрада. Самого композитора тогда называли королем казахского вальса, казахским Штраусом. Будущий композитор родился 15 августа 1930 года в селе Шуильдар Туркестанского района в Сырдарьинском округе. При рождении ему дали имя Жамшид, но называли Шамши, что закрепилось на всю жизнь. Родители трудились в совхозе. Отец мальчика был кузнецом, но отличался музыкальностью. Играл на домбре и кабызе, сочинял стихи и музыку. Мать хорошо пела. Уже взрослый сын посвятил ей ставшую легендарной песню «Легенда о матери». Музыкальный дар мальчика проявился рано. Он играл на мандолине, выступал на школьных концертах и участвовал в различных конкурсах. В юношеском возрасте пробовал сочинять первые песни. Подростком в военные годы Шамши работал трактористом в совхозе. Позже поступил в зооветеринарный техникум в городе Сары-Агаш, который окончил в 1950 году. Молодой специалист был направлен на работу в Актюбинскую область. Вскоре был призван на военную службу, которую проходил на Сахалине. После службы в армии в 1955 году юноша поступил в музыкальное училище в Ташкенте, а в следующем году стал учиться уже в Алма-Атинской консерватории. Тогда Казахстан гремел на весь СССР героическим освоением целинных земель. Начинающий композитор Шамши Калдаяков написал на слова юного поэта Жамикина Нажамеденова песню «Мой Казахстан». Она сразу приобрела гражданское звучание и стала чрезвычайно популярной. Песни Шамши Калдаякова стали широко известны и популярны в стране. Шамши Калдаяков посвятил своей супруге Жамиле несколько песен. Они воспитали двух сыновей, Мухтара и Шалкара, которые тоже реализовали себя в музыкальном творчестве. Династию продолжили трое внуков композитора. За 2 месяца до кончины уже тяжело больной композитор был удостоен звания народный артист Республики Казахстан. Умер он 29 февраля 1992 года. Высшим достижением Шамши Калдаякова стало то, что через полвека после создания песни «Мой Казахстан» она стала гимном независимой страны. Кроме того, в его творческом наследии осталось еще 55 других самобытных популярных песен, за что его называли «Человек-песня». Еще в ранний период своего творчества, будучи студентом консерватории, Шамши Калдаяков стал сочетать вальсовые мотивы со степными песнями-сказаниями своего народа. Тогда это сочли неправильной гармонией и отчислили начинающего композитора из учебного заведения. Тем не менее, жанр вальса остался главной темой и особенностью творчества композитора. Именно Калдаякову принадлежит заслуга утверждения вальса в музыкальном мире страны. Вальс был одним из немногих европейских жанров, который прочно вошел в культуру Казахстана, закрепился в особом понятии казахский вальс. Он проявился в форме песен, как новые ветви песенной традиции казахов. В этом стиле создавал свои произведения Шамши Калдаяков. Это были массово-бытовые песни-вальсы в духе казахских народных лирических песен. На 1960-1970-е годы приходится пик музыкальной карьеры Шамши Калдаякова. Это был период становления казахской эстрады, и Шамши Калдаяков был одним из тех, кто стоял у ее истоков. Его песни исполняли все певцы страны, они постоянно звучали на радио. Особенно популярны в народе были такие произведения: «Белый сокол мой», «Черные очи в лодке», «Белый бант», «Белый лоб». Каждая песня композитора имеет свою историю, многие были созданы под впечатлением поездок по стране. Все произведения Калдаякова отличаются мелодичностью, завораживающей лиричностью. Это делало их популярными в народе, всем было легко их запоминать и повторять. Способствовало распространению эстрадных песен их связь с национальными мелодиями. Песни Шамши Калдаякова исполняли не только молодые эстрадные певцы тех десятилетий, но и хоровые коллективы, симфонические оркестры. Сейчас они вошли в музыкальную сокровищницу страны. Песни вальса Шамши Калдаякова при его жизни были широко популярны в народе.
Позже его творчество было высоко оценено официально. Композитор стал героем труда в независимом Казахстане. На родине композитора дом, в котором жила его семья, восстановлен. Теперь